Он защищает семью, решает важные вопросы, является опорой для матери, несет ответственность за каждого члена семьи, пример для подражания сыну, эталон мужчины для дочери. Отец играет значимую роль в воспитании ребенка наравне с матерью. Специалисты отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь то мальчик или девочка, без мужского влияния. Пока мама дает своему чаду нежность и ласку, папа – защиту и уверенность. По-особому отмечают их значимость сегодня на аллее Отца. Здесь собрались жители из разных уголков республики и гости столицы. Мероприятие, посвященное празднику пап, начинается с официальной части и поздравлений женской половины. Мать является хранительницей семейного очага, а отец по своему социальному статусу, по природе является главным защитником и кормильцем семьи. Стержень семьи, все благополучие семьи зависит от благополучия, терпения, состояния, мудрости наших мужчин, наших отцов. Хорошим примером своим они воспитывают своих сыновей. В честь Дня Отца на аллее развернулась выставка работ ремесленников Ингушетии, где представлены более 18 направлений – кожевенное, гончарное, кузнечное дело, современное искусство. Гости не только смотрят, но и пробуют. Организаторы дарят возможность раскрыть свои скрытые таланты. Они решили сделать смайлики, я не знаю почему. Как я понял, они в хорошем настроении. Мастер-класс по технике стринг-арт проводит Юсуф Аушев. Это уже третий по счету в его практике. В первую очередь, отмечает, нужно правильно держать молоток. Тем, кто делает это в первый раз, я взял молоточки полегче, чтобы руки не уставали. В общем, посетители выставки пробуют себя в новом направлении и параллельно шлют поздравления отцам. Отцам я пожелаю терпения, благополучия, счастья. Я люблю очень сильно своего папу. Я ему желаю хорошей жизни, хорошего дня. А папа часто ругается? Часто. Да? Почему тебя папа ругает? Балуешься? Да. Ну, иногда. А на этой части выставки кто-то впервые пробует себя в гончарном ремесле, конечно, под чутким взглядом мастера. Мы закрепили глину, сделаем сейчас центровку. Сейчас запускаем круг, смочи руки. Девушки больше присматриваются к цветочным композициям. Они изготовлены из специальной бумаги. Мастерицы решили поддержать молодой, но очень значимый праздник в обществе. Отец – это основа всего. Самый такой мощный столб в семье. Пусть они живут долго и счастливо. А рядом расположилась кузница и разнообразие кованых изделий. Как создается эта красота, будет демонстрировать гостям выставки кузнец, пока собравшиеся наблюдают розжиг угольного горна. Очень красивое мастерство кузнечное, да, очень красивое. Труд, конечно, уникальный. И как каждый, по своей душе находит ведь, да, интересы. Нам понравилось искусство изделия цветов. Новые методики, очень красивые цветы, изумительные цветы. День отца в России впервые отметили в 2021 году. В стране всегда праздновали День матери, семьи, защиты детей, но отцы были немного обделены вниманием. Сейчас же их роль также отмечается на государственном уровне. Организовала праздничное мероприятие в честь глав семьи администрация города Магаса. Главный посыл праздника – укрепление семейных уз. В нашей республике на самом деле отцовство стоит на очень высоком уровне, потому что в Ингушетии мужчина – это незыблемый авторитет для всех абсолютно. И в каждой семье самый главный, самый уважаемый человек – это мужчина, особенно отец. Для меня мой отец – это номер один всей моей жизни. Поэтому я, во-первых, хочу, пользуясь случаем, поздравить своего дорогого папу с этим праздником. Пусть наши отцы живут долго, пусть они радуются нашим победам. Пусть в жизни каждого человека всегда, в жизни каждой женщины всегда будет мужчина, который будет достойным и отцом, и соратником. Без этого нам никак что-то поделаешь. Также здесь прошел конкурс по 2 направлениям. Выявили лучшего мастера среди участников и гостей выставки. Посетителям можно купить понравившиеся сувениры или изготовить детали совместно с мастером и забрать их с собой. Мы рассчитываем еще на то, что гости, один хотя бы из гостей, если сегодня заинтересуется и
будет продолжать заниматься этим делом, то это будущий мастер. Открытие аллеи отца в Магасе состоялось в апреле этого года. Такими архитектурными уголками могут похвастаться лишь немногие регионы в стране. Здесь, на фоне величественных Кавказских гор, средневековых башен и ингушского орнамента, изображены фигуры маленькой девочки и мальчика рядом со статным ингушским мужчиной в бурке и папахе, который готов защищать своих детей от любых угроз и ненастья. У многих маленьких гостей праздника папа ассоциируется именно с опорой, надежностью и безопасностью. Отец – это такой человек, который тебе может помочь в любую трудную минуту. Вот если, например, ты не сможешь справиться с какой-то задачей, он всегда придет и поможет тебе в этом. А папы строгие? Немножко. Кого больше любишь, папу, маму? Ну, больше папу. Нас 9 всего в семье. А какой твой папа, расскажи. Добрый. Всегда помогает. И делает то, что хочу я. А что ты чаще всего хочешь? Что он делает? Ну, мы разговариваем, деньги, я не прошу, он мне дает деньги, если надо. Сам дает деньги, да? Иногда сам, иногда я не прошу, и он дает мне. А подарки часто тебе делает? Да, очень много. По праздникам. Главными качествами идеального отца всегда считались хорошее отношение к супруге, активное участие в жизни детей, способность быть для них примером, доброта и надежность. К отцу в ингушских семьях всегда было особое отношение. С ним строго выдерживают границы, относятся с почтением и уважением. Его слово всегда последнее и безоговорочное. Во все времена отец выступал добытчиком, кормильцем семьи. А уважительное отношение к женщинам и детям со стороны мужчины лежит в основе ингушских традиций. Я мотыгл езагатен семья ебеян цага. Чакка хамада цол деза. Да веза вегер, а потом мать уже. Цолте хадагу барбы, вака бар лахрам лирхам. Да чевяш. Ахай ва гат везер. Метик там мукьялта дэх всех вал везер. Диат ча издир лил дур халсан сундаг до ачхана. Издас хамси сундизл унгиш ахо шуцер. В смысле вакал чтя. Ну кеги бол чхан сан мию ицархам. Какие были взаимоотношения в нашей семье, у нас большая семья с нашим отцом. Только если по его инициативе мог состояться диалог, а так все вопросы решались, конечно, через мать, через маму. Я думаю, это самое правильное решение. Почему вы так думаете? Почему я так думаю? Этот статус отца именно как бы закрепляется через посредничество материнское. Какой бы женщина сильной ни была, отца в вопросах воспитания заменить сложно, отмечают гости праздника. В глазах мальчиков отец всегда воплощение главных мужских достоинств, пример для подражания. Ну а в жизни дочерей папа выступает оплотом спокойствия, источником уверенности. Отец – голова. Я думаю, этим все сказано. От мужчины Господь создал женщину, поэтому уделять надо внимание больше. Пусть на нашей земле будет всегда мир, и наши мужчины будут волноваться только, какой же костюм сегодня одеть на свадьбу дочери. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.